Для белой медведицы Колыманы и ее медвежонка это первый выход на публику. Юный хищник с мамой сразу приступает к изучению новой для него территории вольера. Предварительно медвежонка назвали Умкой, но это решение не окончательное. В ближайшее время будет объявлен конкурс на лучшее имя. Участие в нем принять смогут все жители страны. В течение 75 дней самка с детенышем не покидали берлогу. Все это время за ними наблюдали с помощью специальных камер наблюдения. Зоологи сильно переживали за малыша, ведь родители его из разных сословий. Произошло очень удачное соединение двух субъектов. Это субъекты из живой природы и субъекты из зоопарка. И в результате мы получили медвежонка. С момента рождения у медвежонка сразу несколько покровителей. К примеру, Роснефть, крупнейший недропользователь российского шельфа. Под опекой компании все особи белого медведя зоопарков страны. В рамках программы строят новые вольеры и выделяют средства на содержание. Компания «Роснефть» построена вот такой очень хороший вольер, тоже с бассейном, да, где мы можем содержать отдельно самца. Вот это очень важно, да, потому что без этого успешного размножения не было бы. Особое внимание медведям уделяют и жители Нижнеколымского района. Здесь, в Заполярье, в 2012 году была найдена Колымана, мама медвежонка. Дружба продолжается по сей день. Мы сделаем все возможное, чтобы постоянно у него была рыба. Постараемся. Может, даже здесь с кем-то близлежащими и договор какой-то заключим, чтобы поставка была. В ближайшее время предстоит определить пол малыша. От этого будет зависеть его дальнейшая судьба. Интерес к медвежонку проявили уже несколько зоопарков страны. Родной вольер он покинет, как только ему исполнится полгода. Дмитрий Макаров, Роберт Набиев. Вести. Якутия.